7 дней творческих встреч, мировых премьер и настоящего праздника кино. Сегодня завершился 16-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Церемония закрытия прошла в Чувашской филармонии. Там работала наша съемочная группа, и мы уже готовы рассказать об итогах форума. Фестиваль во многом получился с приставкой «впервые». Впервые состоялась свадьба участников, впервые так много мировых премьер, и впервые заявлены 3 конкурсные программы – этнического, регионального, игрового и документального кино. Поэтому шансы получить награды были у каждого. Хотя многие участники приехали не за призами, за опытом, впечатлениями. У членов жюри тоже свой интерес. У меня, как для режиссера, вообще большой опыт посмотреть, возможность посмотреть, что делают коллеги, посмотреть, что делают коллеги в других странах, в тех странах, откуда кино едва ли может дойти до нашего проката. Это вообще большая возможность и по обмену культурами, и творческими какими-то идеями. Так что это большой опыт для режиссера смотреть кино на фестивале. И самое интересное – итоги. Традиционный спецприз главы Чувашии в этом году был отдан режиссеру и сценаристу Юрию Арабову за фильм «Русские жены». Чебоксарским зрителям посчастливилось увидеть режиссерскую версию картины в рамках спецпоказа. В конкурсе документального кино была отмечена специальным дипломом Союза женщин Чувашии картина «Раненое детство» режиссеров из Северодонецка об СВО глазами ребенка. Фильм режиссера из Чувашии Елены Еделеевой «Мальчик из Шоршел» получил специальный диплом жюри. А лучшей стала работа «Живут же люди» режиссера из Иркутска Павла Скоробогатова. Для меня, правда, большая неожиданность и огромное спасибо. И первый раз в Чебоксарах, прекрасный город. В конкурсе игрового кино участвовали 11 картин. Приз зрительских симпатий достался фильму «Фортуна» таджикского режиссера Мухиддина Музафара. У него же и приз за лучший актерский ансамбль. В копилке номинаций фестиваля появилась новая награда – приз имени Эдуарда Артемьева за лучшую музыку в кино. Ее получил композитор Константин Шевелев за оформление картины «Ада». Лучшими были названы сразу 2 актрисы – Ольга Лапшина и Валентина Теличкина за роли в фильме «Огород». Этот май вообще богат на призы нашему огороду и на «Виват кино Россия» в Питере его получили с Валей Теличкиной приз за женскую роль, и в Новороссийске я получила за женскую роль. То есть я намерена всегда получать теперь призы за лучшую женскую роль. Гран-при конкурса удостоился норвежский фильм «Все ненавидят Йохана». В конкурсе этнического и регионального кино приз зрительских симпатий присужден фильму «Портной из Бруклина» и режиссеру из Ярославля Евгению Серову. А гран-при – картине «Узлы» режиссера из Кабардино-Балкарии Олега Хамокова. Первую кинематографическую награду в далеком 2015 году я получал тоже здесь за мой курсовой фильм. С тех пор Чувашия для меня ассоциируется только со стопроцентной удачей, радостью. Кинофестиваль завершен и прощается со зрителями до новых встреч. Организаторы уверены, благодаря ему у современного кино появилось еще больше поклонников. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.